Меня зовут Давлят Исмагилович Умеров. Я хореограф, руководитель детского ансамбля танца «Мирас» детской школы искусств Приволжского района. Сейчас, к вашему вниманию, мы представим методику основ обучения татарскому народному танцу. Обучать татарскому народному танцу можно с 5-6 лет начинать. В основе обучения должна быть прежде всего систематичность занятий. И можно еще разделить мальчиков и девочек, то есть раздельное обучение народному танцу, так как при обучении обычно в начале, на начальном этапе девочки обычно бывают более обгоняют в развитии мальчиков, но потом это сравнивается и наоборот, получается наоборот, мальчики еще лучше начинать, потому что у мальчиков более прыгучие движения, у девочек более плавные движения. Вот. Основам татарского танца нужно прежде всего как обучать. Вот в основе движений я включил на начальном этапе, вот идет от простого к сложному. В первую очередь, чтобы начать обучать, я поделил движения, простые движения, 5 движений медленные, 5 движений быстрые. Вот. Сейчас, к вашему вниманию, мы эти движения покажем. Это методическое пособие для хореографов, которые хотят начинать обучать детей татарскому народному танцу, а также можно и в домашнем использовании для родителей обучать своего ребенка дома. Сейчас мы вам представим концертмейстер Сафин Ильнар Ильгизович, наш концертмейстер нашего ансамбля, и наши солисты, двое воспитанников моих, Умерова Элеонора и Хасаншин Рустем. В первую очередь, чтобы начать урок народному танцу для детей 5-6 лет, мы урок начинаем с поклона. Чтобы научиться разучить поклон, в самом начале, у мальчиков руки по швам, делаем шаг в сторону, раз, приставили, 2, поклон, 3, 4, раз, 2, 3, 4. У девочек держимся за кончик юбочки, локти согнуты, то же самое, шаг в сторону, раз, 2, присесть, 3, 4, в сторону, раз, 2, присесть, 3, 4. Пожалуйста, делаем поклон. Руки по швам, спинку прямо, взяли, шею вытянули. Пожалуйста, поклон. И раз. Поклону мы начинаем урок. После того, как сделали поклон, мы делаем разминку. Ноги вместе, руки поставили на пояс. Сейчас для того, чтобы исключить травмы во время занятий, мы делаем разминку. Начинаем разминку со стоп. Поднимаемся на полупальцы высокие. И раз, и два. Опускаемся. И раз, и два. Пожалуйста, делаем. И раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Хорошо, достаточно. Следующий план через верх делаем. И раз, и два, и три, и 4. Через верх. Попеременно опускаем одну пятку, другую. Приготовились на полупальцы. И раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Хорошо, достаточно. Следующая разминка. Разминку нужно делать, вот эту часть разминки, как можно не менее 10-20 повторений для на начальном этапе. Далее идет разминка, стоп. Раз, два, приседаем одновременно и вытягиваем носок. Приготовились. И раз, присели, поставили, присели, поставили, присели, поставили, присели, поставили еще. Раз, два, раз, два, раз, два. Хорошо, достаточно. Далее идет у нас разминаем уже бедра и колени.
поднимаем наверх колено, носочек вытягивается. И раз, как маршируем. 2, другую ногу. 3, 4. Приготовились. И раз, 2, 3, 4. Одновременно приседаем и то же самое поднимаем колено наверх. Но носок у нас вытягивается и колено приседается. Но спина при этом остается прямой. Обязательно спинку держать прям, не сгибать спину. Приготовились. И раз, 2, Теперь дальше мы должны маршем идем по кругу. Вообще урок можно начинать с марша и потом уже делать вот эти разминочные упражнения. Но мы сегодня начали со стоп разминок. Далее пошли по кругу, идем маршем. Маршем и поднимаем колено наверх и маршируем. И вдох сделать и выдох, и постараться руками достать до колена, до пола. Еще раз. Вдох. И это для расслабления спины. Чтобы спина у нас не была все время напряжена, мы расслабили спину и дыхание нормализовалось. Так, теперь основная часть урока. Основная часть урока это основные движения. На начальном этапе, чтобы детям было интересно, нужно включать игровые моменты. Мы включаем в основе движения должна быть какая-то игра. И движение. Вот первые, я говорю, 5 движений медленных. Медленных 5 движений. Первое движение елочка, второе движение подготовка гармошки, третье движение ковырялочка с хлопками. И четвертое движение у нас идет ковырялочка с притопом. Уже более усложнено было. 5 движений. Пожалуйста, мы с вами сейчас я вам буду показывать, а вы за мной повторяете. Вот. Прежде чем начать, мы делаем препарассион. Препарассион это подготовка. Открываем руки. Значит, параллельно должны они изучать еще положение рук в классическом танце. Через первую позицию открываются руки и закрываются у мальчиков руки за спину, так. Ладошки к ладошке кладем вот так. У девочек открывается через первую позицию и берется за как бы платьице, как будто большое длинное платьице, и вы боитесь наступить на кончик платья, и надо ее приподнять вот так, и локти согнуть, и что-то здесь не прижимать вот так локти, а локти вот так должны согнуть. И спина приятно прямая. Приготовились к препарассиону. И раз. Первое движение елочки делаем. Раз, пяточки, 2 носочки, пяточки, носочки. Обратную сторону носочки, пяточки, носочки, пяточки. Приготовились? Делаем 8 раз в одну сторону, 8 раз в другую. Готовы? Под музыку. И
самое главное, нужно учитывать то, что должна спина быть прямая. Спина прямая, и можно голову повернуть по ходу движения. Вот если вы делаете по ходу движения, раз, два, в эту сторону делать. Когда в эту сторону, голова в эту сторону поворачивается. Так, теперь у нас идет следующее, второе движение, подготовка к гармошке. Гармошка, мы все движения, гармошку знаем. Вот. Подготовка к гармошке. Мы делаем так, пяточки разводим в сторону, раз, и обратно собираем два. Теперь носочки разводим, раз, и обратно собираем два. И при этом приседаем. Руки у мальчиков за спину, девочек за их. И присели. Раз, два, три, четыре. Пяточки развели, а теперь носочки развели. И пяточки развели, а теперь носочки развели. Здесь приседаем, пятки вместе, носки врозь. Здесь пятки врозь, носочки вместе. Приготовились? Все вместе. Попробуем. Делаем припрасем. И... Гармошки, чтобы в дальнейшем исполнять движение гармошки. Следующее, третье упражнение у нас ковырялочка с хлопками. Ковырялочку делаем. Ковырялочку как мы делаем? Значит, ковырялочку делаем. Куда носок, туда и пятку ставим. Туда носочек поставили и туда же пятку поставили. И делаем 3 хлопка. Раз, два, три. Носок, пятка, 3 хлопка. Раз, два, три. Приготовились? Руки припасем, открываются. И раз. Справа ноги. Носок. Так, это было какое по счету третье движение. Так, третье. Четвертое движение мы усложняем эту ковырялочку, делаем вместо хлопков, делаем притопы. То есть у нас руки остаются, также у девочек здесь, у мальчиков здесь. Делаем носок, пятка и 3 притопа. Носок, пятка, 3 притопа. Попеременно правая, левая, правая. Притоп делать. Надо обязательно научить притоп делать. Правая, левая, правая. Левая, правая, левая. Некоторые дети могут сделать вот так. Носок, пятка, носок, пятка и одной притопнуть. Потому что надо обязательно научить 3 раза притопнуть. Раз, два, три. Носок, пятка, раз, три. Приготовились? Припасем. И... Последнее, пятое движение, мы делаем движение, мы назовем эти движения часики. Поставили на пятку ногу, одну ногу на пятку, правую, например, а руки перед собой. И как стрелки часов. Тик-так, тик-так. Вправо, влево, поменяли. Так, тик-так. Вправо, влево, поменяли. 2, 3, 4. Тик-так, тик-так. Приготовились? Поставили правую ногу, сразу на припрасем. И раз. На правую ногу поставили. Первый. И тик-так, тик-так, тик-так. Медленных движений. Это на начальном этапе обучения татарскому танцу. Эти движения, можно за эти движения уже ставить оценки. Кто все 5 движений сделал, можно 5 поставить, только 4 движения, 5 движение выучил 4 и так далее, и так далее.
Теперь мы переходим к быстрым движениям. Быстрые движения – это то, что исполняется уже в более быстром темпе. Перескоки я делаю, чтобы начать обучать перескоки, мы должны научиться тройной приток делать. Мы тройной приток выучили в медленном движении. Это вот сковырялочка. Раз, два, три хлопка делать. Раз, два, три. Одновременно можно хлопать и приток делать. И раз, два, то справа, то слева. Пожалуйста, попробуйте. 3 хлопка и 3 притока. С правой ноги. И раз, хорошо, достаточно. Вот теперь вот эти притока мы делаем с перископом. Представьте, что здесь вот такой небольшой барьерчик, вот, скамеечка вот здесь, да, или что-то такое. Вот для детей мы можем поставить любой барьер, поставили, и чтобы они перепрыгнули через этот барьер с правой ноги. Значит, если мы вправо прыгаем, то с правой ноги. Раз, два, три. Если влево прыгаем, то с левой ноги. Раз, два, три. Если вправо, то некоторые дети могут сделать вот так вот. Вот так вот. Это неправильно. Самое главное, прыгаем. Если вправо, то через правую ногу. Если влево, то через левую ногу. Руки также мы делаем. Раз, два. У девочек за юбку, у мальчиков за пояс. Приготовились, припоросен, делаем перескок. И движений, чтобы они разучили из быстрой части, мы переставляем этот барьерчик вперед, сюда, и перепрыгиваем уже вперед с притоком и назад. Руки также у нас у мальчика за спину, у девочек за юбку. Прыгаем вперед и раз, два, три, назад, раз, два, три, вперед, раз, два, три, назад, раз, два. Продолжаем делать приток. Пожалуйста, приготовьтесь, пригласим. И следующее движение у нас мы назовем молоточки. Опять же мы этот барьер переставляем в сторону. И теперь мы делаем не притопы, а ставим ногу на носок назад. Раз, два, три на носок. Раз, два, три назад. Раз, два.